Все мы помним рекламу шоколадно-кокосового батончика Баунти. Белоснежный песок, ласковое нежно-голубое море и раскидистые пальмы под палящим солнцем экватора. Та самая экзотика, которая манила нас с экранов телевизора. Но где в мире есть такие места, как в этой некогда популярной рекламе? Знакомиться с райскими пейзажами и завораживающими красотами Мирового океана мы отправляемся на легендарные и желанные Мальдивские острова. Мальдивские острова – это россыпь живописных атоллов в теплых водах Лакадивского моря, признанного одним из самых кристально чистых морей в мире. Оно, в свою очередь, является частью Индийского океана. Расположены острова на расстоянии 700 километров к юго-западу от Шри-Ланки. Здесь все располагает к блаженству: километры уединенных пляжей, высококлассные отели и очень красивая природа. Государство Мальдивы состоит из 2000 островов, а точнее атоллов, каждый из которых имеет свое название. Сложно сказать, какой из атоллов лучший, ведь все они прекрасны по-своему, с голубыми лагунами, песчаными пляжами и уникальной растительностью. Здесь все создано для спокойного романтичного отдыха. Тишина и спокойствие, красивая природа, богатейший подводный мир. Мальдивы славятся своей роскошью, предлагая туристу только лучшие отели и образцовый уровень сервиса. Безусловно, такие условия отражаются и на ценах. Отдых здесь могут позволить себе главным образом путешественники, чей уровень дохода маркетологи определяют как выше среднего. Поэтому отдых на Мальдивах главным образом ассоциируется с тремя категориями путешественников: молодожены, желающие уединения семьи с детьми и опытные дайверы, которые не мыслят своей жизни без изучения красот Мирового океана. Я много путешествую, но любая поездка на Мальдивы – это всегда нечто особенное. Очень многое здесь происходит совсем не так, как в путешествиях по Европе, Азии или Америке. Это начинаешь понимать, как только самолет производит посадку в аэропорту столицы Мальдив на острове Мале. После прохождения паспортного контроля и получения багажа вас встретит агент, представитель вашего отеля. Способ доставки в отель будет выбран в зависимости от расстояния до вашего острова. Нет, я не ошибся, именно острова. Все острова на Мальдивах маленькие, и, как правило, один остров – это один отель. Желающие ознакомиться со столицей государства могут сделать это либо до отправки в отель, или перед вылетом с Мальдивских островов, поскольку чаще всего туристов доставляют обратно в международный аэропорт не менее чем за 4-5 часов до времени вылета. Начнем свою прогулку по городу Мале, это столица Мальдивских островов. И первое, что я вам покажу, это достопримечательность – президентский дворец. Официально Мальдивы – это мусульманская страна. Она практически полностью живет за счет туризма. А сейчас вы можете увидеть пятничную мечеть города Мале. Образ жизни в столице государства и на островах-отелях разительно отличаются, но турист практически этого не замечает. А с этой сладостью я ждал встречи ровно 2 года. Это кокосовые конфеты с медом. Это очень вкусно. До места вашего отдыха вас могут доставить несколькими способами. На скоростной яхте, рейсом внутренних авиалиний до ближайшего внутреннего аэропорта с последующей доставкой по морю или напрямую на гидросамолете. Это может показаться немыслимым, но здесь такие гидросамолеты называют такси. Безусловно, способ трансфера вы будете знать уже при бронировании своего отеля, а его стоимость включена в стоимость проживания. Наш отель располагается на острове Киха. 5 звезд. Система All Inclusive. Преодолев еще один короткий перелет местными авиалиниями и вдоволь насладившись поистине райскими пейзажами из иллюминатора, мы направляемся в мир блаженства и неземной красоты.
После швартовки на пирсе каждого гостя радушно встречает персонал отеля, предлагая по местной традиции освежающий коктейль и влажное полотенце для рук, пропитанное ароматными маслами. Сервис начинается уже здесь. Все, что осталось, это лишь получить ключи от своего номера и подробную инструкцию с рассказом об острове и его правилах. Первый шок наступает уже в номере. Как я говорил ранее, здесь все не так, как в других частях света. По сути, каждый гость живет в собственном домике, бунгало. Я бы хотел поделиться с вами красотами здешних номеров. Ну что, посмотрим Palm View? Это роскошный просторный дом чуть более 100 квадратных метров, с собственной ванной и тропическим душем, расположенными под открытым небом на заднем дворике. В нашем сьюте 2 спальни, и каждая из них имеет свой выход на террасу с бассейном, ну и, конечно же, к водам Лакадивского моря. Огромная роскошная терраса и отдельная беседка с видом на закат. Каждый отель на Мальдивах предлагает различные категории бунгало. От классических с выходом в тропический лес до предельно роскошных бунгало на сваях прямо на море, с собственным бассейном и ступеньками в море. Но поверьте, плохих номеров на Мальдивах просто нет, и выбор, который делает гость, определяет лишь степень роскоши. Как я уже говорил, Мальдивы – это настоящий рай на земле. На территории нашего острова-отеля уютно расположились несколько баров с бассейнами, 3 ресторана, спа-салон, теннисный корт, фитнес-центр, центр для досуга детей до 12 лет и, конечно же, свой дайвинг-центр. Но главное – это невероятной красоты пляж и море, которое лично я считаю эталонным. После посещения Мальдив туриста очень сложно удивить морскими красотами, поскольку все самое экзотичное и красивое сконцентрировано именно здесь. Одно из главных достояний Мальдив – это песок. Здесь он безупречно белый и мягкий, он буквально напоминает муку. Из-за своего цвета и состава мальдивский песок практически не нагревается, поэтому гулять по нему комфортно в любое время. Этот песок, как и сами острова, имеет коралловое происхождение. Примечательно, что на Мальдивах действуют строгие правила охраны природы и, в частности, подводного мира. С Мальдив категорически запрещено вывозить песок, кораллы и некоторые виды рыб. Об этом всегда предупреждают, поскольку за нарушение туристам грозит серьезный штраф. Наш остров можно обойти вокруг буквально за 40 минут. Пока гуляешь по нему, все время вспоминаешь ту самую рекламу Баунти. Красивые роскошные кокосовые пальмы, экзотические растения, разные виды орхидей, растущих в естественной среде, пение птиц и теплый влажный ветер. Особенно запоминаются местные запахи. Это смесь аромата цветов, ласкового моря и специй. Здесь никогда не бывает холодно. Температура воздуха в течение года колеблется от плюс 27 до плюс 32 градусов, а вода в море круглый год прогревается до плюс 28 градусов. На Мальдивах различают всего 2 сезона – влажный в период с мая по октябрь и сухой с ноября по апрель. Высоким сезоном считается февраль-март, когда количество дождей сведено практически к нулю. Красивый день на Мальдивах обязательно заканчивается красивым закатом. Отдельно стоит рассказать про кухню на острове и уровень сервиса. На завтраки и обеды в местном ресторане каждый день отель предлагает своим гостям богатый выбор блюд. В зависимости от дня недели различаются только горячие блюда и некоторые десерты. А вот ужин – это особое событие. Здесь каждый вечер подаются блюда разных кухонь мира. Один вечер – итальянское, следующий – китайское, затем индийское и так далее. Обязательно отдельно выделяют вечер мальдивской кухни. В этот вечер все сотрудники носят национальную одежду, а столики переносят прямо на пляж. Сам ужин проходит при свечах, под усыпанным звездами небом. Еды на острове много, и вся она вкусная. Практически 70% ингредиентов импортного происхождения. Но все они оригинальные и высокого качества. Французские и итальянские сыры, испанский хамон, свежая местная рыба,
азиатские фрукты и новозеландские вина. Большинство горячих блюд готовят прямо при вас, по заказу. После ужина – концерт и развлекательная программа с национальными танцами. Сегодня вечер мальдивской кухни, и мы будем пробовать местные специалитеты. А пока я покажу вам морепродукты. Тунец, лобстеры, все это в изобилии. Каждый вечер отель организовывает какое-то мероприятие. Это может быть небольшой концерт на берегу у костра или дискотека у бассейна. В любом случае гости отеля не скучают и всегда чем-то заняты. Но утоление голода физического – ничто по сравнению с утолением голода эстетического. Особенно, когда мы говорим о море и его обитателях. Лакадивское море – это отдельный мир, который сложно с чем-то сравнить. Здесь буквально у самого берега можно встретить небольших акул. Они совсем не опасные. Еще не было зафиксировано случаев, когда такие акулы нападали на человека. Здесь принято считать, что человек более опасен для местных морских обитателей. Стоит надеть маску и немного удалиться от берега вглубь моря, чтобы насладиться невероятным видом на коралловые рифы и их обитателей. Здесь можно встретить кораллы любого цвета и формы. Одни напоминают ветви деревьев, другие – горные скалы. Но все они – дом и пища для большинства местных рыб. Стоит нырнуть в воду, вы сразу встречаете стаи невероятно красивых и причудливых рыб, которые с интересом наблюдают за вами, как за непрошенным гостем. Здесь вы увидите и причудливую рыбу-попугая, которая названа так за сходство цветов с этим экзотическим пернатым, и рыбу-льва, рыбу-хирурга с острым спинным плавником, индийского снаппера, тунца, рыбу-бабочку и, конечно же, осьминогов и черепах. Опасных рыб на островах мало. В основном опасность представляют скаты-хвостоколы, мурены и рыба-триггер. Последняя опасна, поскольку имеет довольно мощную челюсть и отважно охраняет свое жилище, особенно в период нереста. Но в целом нападение рыб на человека здесь это большая редкость. Для того, чтобы насладиться красотами открытого моря и его обитателями, мы отправились на морскую экскурсию со снорклингом. Утром вас забирают с причала, и вы выходите на целый день в открытое море в сопровождении опытного инструктора. По дороге нас ждала встреча с дельфинами, сопровождающими нашу яхту, которая двигалась вглубь открытого моря. В ходе экскурсии мы сделали несколько остановок с нырянием в глубину. В каждом месте, где мы ныряли, был свой особый рельеф дна и морские обитатели. Нам удалось встретить бесчисленное множество красивых рыб, несколько черепах и достаточно крупную акулу, которая мирно дремала, спрятавшись в небольшой пещере, образованной из кораллов. Особенно забавно было поплавать вместе с черепахами. Они оказались довольно дружелюбными. Кстати, фотографировать здесь можно все, а вот трогать ни в коем случае. Даже если это будет милая и очень причудливая черепаха. По дороге мы посетили еще одно очень известное и удивительное место. Это намывной коралловый остров, который появляется из воды в период отлива и снова прячется под воду после прилива. По сути, это очень длинная коса, известная как одно из красивейших мест атолла Баа. Для более детального знакомства со сказочным подводным миром Мальдив мы решили попробовать дайвинг с аквалангом. Ну что, вот это долгожданное погружение в воды Индийского океана. Будем наслаждаться захватывающими видами, красивейшими рыбами, ну и просто наслаждаться красотой. Для этого каждый турист проходит обязательный подробный инструктаж, обучение и проверку здоровья, поскольку некоторым категориям туристов ныряние с аквалангом нежелательно в силу особенностей организма. Для начала инструктор проводит пробные погружения на глубину не более 12 метров вдоль рифа.
А потом вы около часа можете детально изучить подводный мир. Это оставляет невероятные эмоции и воспоминания. Несмотря на то, что по сути вы находитесь на небольшом острове посреди океана, отели предлагают много разнообразных активностей. Одна из них – захватывающая рыбалка на закате. Мы не могли упустить такую возможность и в один из дней отправились встречать закат на рыбацкой яхте. А сейчас мы отправляемся на рыбалку на закате. Я надеюсь на большой улов, потому как нам обещали весь улов приготовить нам на ужин. Надо сказать, что на Мальдивах свой способ любительской рыбалки. А сейчас мы будем заниматься мальдивской ловлей рыбы. Здесь не используют удочку, а рыбу ловят, опуская наживку на крючке и при этом держа леску в руках. Наш отель предложил всем, кто поймал рыбу, приготовить ее бесплатно на ужин. Сам поймал, сам съел. На нашем острове всегда много свежей рыбы. И вот, собственно, она. Ужин готов. Еще одно развлечение на острове – вечернее кормление скатов. Каждый вечер у нас на острове кормят рыб и скатов. И это очень захватывающее событие. Видите сами. Каждый вечер в 18 часов у одного из причалов на острове собираются десятки морских скатов-хвостоколов. Сотрудник отеля появляется с контейнером рыбы и начинает кормить эти милые морские создания. Это целый спектакль под открытым небом. Спасибо. Кроме многочисленных скатов, свой кусок добычи пытаются урвать также и птенцы с акулами. Местные скаты настолько привыкли к своему ужину, что уже стали ручными. Каждый гость может сделать несколько шагов вниз по ступенькам и погладить живого морского ската. Это удивительное ощущение. Те, кого мы привыкли считать опасными, буквально сами просят, чтобы их погладили. Мало того, они еще при этом издают звуки, напоминающие неподдельный восторг. Мальдивы действительно делают природу и человека намного ближе друг к другу. Самое время покататься на каяке. Ближе к концу отдыха мы решили попробовать услуги местного спа-центра. Выбор пал на массаж. Любой пятизвездочный спа-отель на Мальдивах предлагает полный перечень спа-процедур и услуг. Из них я пробовал практически все и знаю о них многое. Но меня заинтересовали две процедуры. Это мальдивский массаж и массаж этого острова. Кихо-массаж. Будем пробовать. Опытные профессионалы, экзотические ароматические масла, ощущение полного умиротворения и спокойствия делают свое дело. И как вишенка на торте элегантно завершают картину высочайшего уровня отдыха, который предлагают своим гостям Мальдивские острова. В конце кихо-массажа обязательно подают свежий кокос. Сплошное наслаждение. Десять дней на Мальдивах пролетели быстро и насыщенно. Этот отдых не может быть скучным хотя бы потому, что каждый день ты видишь новую картину подводного мира. А опытный и заботливый персонал гостиницы делает все, чтобы ни одному гостю не приходилось скучать. Это действительно эксклюзивный отдых, который сложно повторить в какой-либо другой части света. Но тем не менее, это именно то, что стоит попробовать хотя бы раз в жизни.